Здравствуйте, меня зовут Адам Буражев, это программа «Главная» на канале «Ингушетия». Сегодня мы будем говорить о сборе коммунальных платежей, а также о их качестве, имеется в виду коммунальных услуг. Тему мы будем обсуждать с гостями студии. Это Мухаммад Коригов, заместитель главы администрации города Малгобека, Муслим Дзейтов, руководитель ГУП «Ингуш-регион водоканал», Тимирлан Арчаков, начальник Малгобекских районных электросетей, Магомед Башир Хабриев, начальник абонентского пункта Малгобекского района ООО «Газпром Межрегионгаз» Назрань. Ибрагим Ахриев, главный инженер Малгобекских районных сетей ПАО МРСК «Ингушэнерго». И Заурбек Акмурзиев, бухгалтер МУП «Малгобек водоканал». Я вас приветствую. Добрый вечер. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и любой житель нашей республики может позвонить к нам в студию, задать интересующий его вопрос. Номер телефона вы видите на своих экранах. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю беседу, мне бы хотелось, чтобы вы вместе со мной посмотрели выступление исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Республики Ингушетия Ужахова Магомеда, который говорил о цифрах прошлого года. Давайте посмотрим сюжет и продолжим. По филиалу МРСК СК «Ингушэнерго» сборы населения за потребленную электроэнергию в целом по республике в 2017 году составили 70,2%. Недобор порядка 234 миллионов. Здесь и далее речь будет идти только по показателям 2017 года, то есть без учета задолженности за прошлые годы и только по населению. По ГУП «Ингуш-регион водоканал» сбор платежей за оказанные услуги составил 62%, недобор 75 миллионов. Очевидно, что без принятия кардинальных мер ситуацию не изменить. Что за этим стоит? Как предписывают нормативные акты в сфере газа, электро- и водоснабжения, это активизация претензионной работы до принятия решения судебными органами. Ограничения, вплоть до ограничения выездов. Как вы помните, сумма поднята до 30 тысяч. Все, что сверх 30 тысяч, ограничение выезда. Закон это делать позволяет. Ограничение, отключение злостных неплательщиков, то есть отрезать и газ, и свет, и воду. Через министерство и ведомство оно раньше планировалось, но несколько в другом системном порядке. Через министерство, ведомства республики, территориальные органы, федеральных органов, через органы местного самоуправления провести системную работу с работающими сотрудниками по погашению задолженности за коммунальные услуги по месту проживания, вне зависимости от того, проживает он там один или в составе семьи. Применение этих и других мер с участием правоохранительных органов позволит в течение 2018 года изменить ситуацию с платежами. Ну, как вы видели и слышали, цифры большие, есть проблемы, есть что решать. Ну, так как мы сегодня говорим именно про Малгобек, давайте мы все-таки послушаем, как складывается ситуация в этом городе со сбором платежей. И предлагаю начать с водоканала. Пожалуйста, Муслим, вам слово. Большая ли задолженность в Малгобеке? Как люди оплачивают? Малгобек водоканал относится, не регион водоканал не относится, я думаю. Я, наверное, лучше отвечу. Я думаю, глава зам... Да, конечно, можно. Ну, МУП водоканал города Малгобек, он работает на сегодняшний день в штатном режиме, но с прошлого года у нас есть утвержденная дорожная карта, по которой мы работаем. Если в прошлом году у нас сбор платежей составлял, в 2017 году сбор составлял до 50%, то по дорожной карте мы уже сегодня имеем сбор платежей 80%. И до конца текущего года мы ее должны довести до 95%. Но в связи с тем, что у нас МУП водоканал города Малгобек поставляет воду, я имею в виду жителям, населению города Малгобек, воду поставляет Ингуш водоканал, и мы ее добываем с Кизлярского водозабора, у нас складываются вот проблемы. Проблема в чем? В том, что вода, которая добывается в Кизлярском водозаборе,
она обходится водоканалу города втридорого, вот так скажем. Почему? Потому что если мы в среднем месяц добываем с Кизлярского водозабора где-то, образно говоря, 100 тысяч кубов воды, а Ингуш водоканал нам поставляет в среднем, опять, летний период где-то 100-120 тысяч кубометров воды, то за ту воду, которую мы добываем с Кизлярского водозабора, в среднем она нам обходится в месяц где-то в пределах 6-7 миллионов. Тогда как воду, которую мы получаем с Ингуш водоканала, с Далаковского водозабора, она нам обходится в пределах 2-2,5 миллиона. И ежемесячно на МУП водоканал города Малгобек ложится, это те деньги, которые мы не можем собрать с населения, в пределах 5 миллионов, образно говоря, а в летний период и больше. В связи с этим у нас складывается такая тяжелая ситуация с МУП водоканалом. Так, население у нас, не скажу, что все охотно платят, но мы проводим рейдовые мероприятия. Вот у нас ежемесячно 2-3 группы сегодня занимаются чисто сбором. Мы в эти группы включили и сотрудников администрации, где-то и судебные приставы с нами работают. Вот такая работа у нас по МУПу проводится сегодня. По сравнительный анализ, если в 2016 году сбор составлял 30%, образно говоря, то сегодня она, смело можно сказать, 80% у нас есть сбор. Но ситуация какая складывается? Из-за того, что мы сегодня пользуемся кизлярской водой, без которой, конечно, нам не обойтись на сегодня, то нам приходится и штат водоканала содержать. В пределах 30-40 человек нам приходится содержать, увеличенное вот это штатное расписание. Вот такие проблемы. Если бы, конечно, в достаточном количестве нам Ингуш водоканал поставлял воду для населения города, конечно, 4-5 миллионов в среднем мы должны были только МУПу, Ингуш водоканалу. А так как мы добываем воду из Кизляра, из Ингуш водоканала, в среднем мы вынуждены платить где-то в пределах 9-10 миллионов ежемесячно. Несем на МУП водоканал ложится вот этот долг. Махмуд, у меня сразу два уточнения тогда. Первое. Есть какой-то плановый прогноз, когда мы сможем обходиться своими силами и не закупать дорогую воду из Кизляра, это раз. И второе, если говорить об абсолютных цифрах, сколько сегодня население и юридические лица должны за все эти годы за потребленную воду? Так, есть программа Роснефти, да. Угу. Вот эта программа, она в этом году планируется, насколько я осведомлен, где-то 300 миллионов выделения средств. И в прошлом году эта программа была. Нам необходимо сегодня, чтобы провести отдельно водопровод, вернее, запланировано, мы уже схему направили в Минстрой Республики, чтобы нам проложили вот этот отдельный водопровод от развилки, где у нас стоит этот танк, развилка Сагапши-Малгобек. Вот мы планируем как бы оттуда провести водопровод до 14-й площадки. Это где? Это в Малгобеке. Чтобы отдельно город Малгобек не через населенные пункты Сагопши, Псидах, а напрямую на эту 14-ю площадку нам подавали воду, и чтобы мы оттуда уже в городу непосредственно была подача воды в городу Малгобек. Вот эта работа планируется, это было поручение главы, чтобы отдельно по этому вопросу проработали вот этот вопрос, чтобы нам как бы уйти с этого Кизлярского водозабора. Вот опять же хотелось бы добавить, вот этот Кизлярский водозабор, у нас там работает 11 скважин. Вот эти скважины, опять необходимо сегодня вложить туда деньги. Это нужно сегодня, они как бы и дебита там такой, как предыдущие годы, там и дебита сегодня нет. Поэтому
туда, опять же, есть чем вкладывать деньги в этот Кизлярский водозабор, лучше провести вот этот водопровод, и чтобы мы независимо... У нас еще другая проблема. Вот та вода, которая добывается в этом Кизлярском в Кизляре, оттуда мы воду подаем, есть населенные пункты Кизляр и Прудгорные. Ну, Прудгорную мы в прошлом году обрезали, они там отдельно себе провели воду. Но Кизляр, он сидит прямо на этом водопроводе. Они отбирают воду. Ее не хватает? Они не оплачивают за нее, бесплатное потребление идет воды. То есть, если я правильно понял, они потребляют воду, за нее платить должны... 30-40% воды, которую... Вот 100%, вот, та вода, которая добывается в Кизлярском водозаборе, 30-40% отбирает Кизляр. Мы там проводили сходы, хотели заключить с жителями Кизляра договора, чтобы они оплачивали. Но у нас с этим не получилось, потому что у них отдельный РЭК, и нам необходимо было заключить с ними соглашение. Но мы не смогли это сделать. Это такая работа, в прошлом году мы ее проводили. Было совещание, мы пригласили бывшего главу Моздовского района Рубаева к себе. Мы, в принципе, отрезали эту воду, чтобы они ее не потребляли. Потом вмешалось вот правительство Северной Осетии, они обещали нам договора там делать, но этим мы добились того, что Кизляр, Предгорные мы отрезали от этой воды. Но Кизляр все равно сегодня потребляет вот эту воду. Ну, проблема будет решена, если я правильно понимаю. Там сроки какие по этому? Вот в этом году мы планируем, Андрей, вот эти деньги, которые через... инвестиционный проект Роснефтевский, да? Роснефтевские деньги, что вот эти деньги, они, там, по-моему, 40 до 50 миллионов городу Малгобек обещали выделить, чтобы отдельно вот этот водопровод, проложить вот этот водопровод. Все. Хорошо, спасибо. Адам, а вот то, что... Позволите, я добавлю? Да, конечно. В настоящее время источником водоснабжения Малгобека, как было сказано, является это Кизлярский водозабор и Ингуш регион водоканал, мы поставляем воду. Это Далаковский водозабор. Регион водоканал сегодня имеет запасы воды, чтобы обеспечить Малгобек водой. Только один Каншевский водозабор, Далаковский, добывает 19 тысяч кубических метров в сутки. Так. Вот проблема транспортировки доставляем. Мы и так часть Малгобека снабжаем. В чем проблема? Почему мы не можем доставить эту воду? Центральная магистральная линия, это 227 километров у нас по республике, магистральный водопровод. Проложенный у нас идет через населенные пункты. Это Ачулыки, Сагапши там, и несколько населенных пунктов. И доставка, транспортировка воды осложняет тем, что необходима реконструкция сетей. Внутри поселков. Нет, внутри поселков. Идет разбор воды центрального водопровода. Поэтому не хватает давления центробежного насоса доставить эту воду. Для этого сейчас по поручению главы разработана программа, включен водопровод с этой развилки 9, по-моему, или 8 километров водопровод от развилки Сагапши-Магаз. Напрямую обход Сагапши, она будет проложена на Малгобек, чтобы Малгобек снабжали чисто с Каншевского водозабора. Это то, что Магомед говорил. То, что Магомед говорил, планируем до конца года ввести из строя этот водопровод. Отлично. Ну, давайте тогда еще и по электричеству, и по газу обсудим. Что у нас с газом? Какая задолженность по Малгобеку? Какие у нас проблемы? Пожалуйста. С газом за 2017 год у нас именно по городу Малгобек процент оплаты составляет 61%. 61%. Но это больше половины, но все равно недостаточно. Проблема у нас заключается в том, что общая проблема в том, что люди недобросовестно относятся к платежной дисциплине. Но есть люди, сейчас в последнее время понимание у всех есть, люди и уже начали обращаться и к нам, и потихоньку видно, что ситуация меняется в лучшую сторону. Потихоньку процент оплаты у нас поднимается. Также есть проблема, что люди, абоненты у нас не пользуются теми возможностями, которые им предоставляет, например, государство. Это малоимущие абоненты, которые у нас являются, которые могли бы обратиться в отдел субсидий для получения субсидий и могли получать ЕДК. Денежная компенсация, да? Да, денежные компенсации, чтобы хотя бы часть тех
коммунальных платежей, непосредственно за газ, они могли бы погашать. То есть у нас есть малоимущие, но они не все используют свое право на компенсацию. Да? Почему? Почему? Не знаю почему. У нас именно непосредственно у нас на территориальном участке проводится работа, есть информационные листки, которые мы выдаем абонентам, чтобы они обращались, и есть перечень документов, которые необходимо предоставить для получения этих. Ну, я уверен, нас субсидий. сейчас слышат в том числе и люди из этой категории, которую вы назвали, и они воспользуются такой возможностью получить компенсацию. Но хотелось бы услышать все-таки цифры. 67%. Конечно, вы сами понимаете, что этого недостаточно, и текущая задача вывести сбор платежей на 100%. 100%, да. Вы все к этому идете, и водоканал, и энергетики, и газовая служба. Перед всеми такая задача стоит. 67% это в абсолютных цифрах сколько собрано и сколько должны вам? 67%, если взять 2017 год, у нас всего оплата составляет 71,9 миллиона. Можно сказать, 72 миллиона рублей. Из значительного 118 миллионов. Все, спасибо. Мне сейчас сообщают, что у нас есть звонок в студию. Да, здравствуйте, мы вас слушаем, говорите. Алло. Да. Вопрос. Да, слушаем вас. Значит, вопрос следующий. Дело в том, что замглавы администрации только что объяснял, что там с развилки, Малгобекской развилки, отдельный трубопровод пойдет на город, по которому будет подаваться вода. Так. Возникает вопрос, если он подается, ну, вода подается как минимум с Далаковской или Кантовской скважины, то хватит ли напора для подачи воды в многоквартирные дома? В чем, ну, я, скажем, сомневаюсь. Это первый вопрос. И второй вопрос. Процент сбора платежей с населения замглавы администрации озвучил по воде, что 80%. Еще раз уточните. Еще раз. 80% да, было озвучено сбор. Да, по воде. Да. Хотелось бы услышать ответ на вопрос. Какова структура этих 80%? Сколько составляет средства, собранные им самими, и сколько то, что государство льготировало, то есть дало субсидии, называемый ЕДК. Да, мы вас поняли. Хорошо, Баркал, спасибо. Кто ответит? Два вопроса. Да, пожалуйста, Махмуд. Так, первое. Вот тот водопровод, который мы планируем в обвод пустить на 14-ю площадку, вот в связи с тем, что вот вода до сих пор поставлялась через Сагопщи, Псидах, и вот та вода, которая подавалась, по, ну, скажем, по остаточной стоимости, после того, как отбирается вода в село Сагопщи, Псидах и Инерки, в летний период у нас бывали проблемы с давлением, потому что давление падает, когда идет отбор воды в летний период. Но 14-я площадка, вот если мы сегодня начнем подавать воду в обход вот этих населенных пунктов, с подачей воды многоквартирные дома сразу отпадет, потому что у нас 14-е баки находятся в возвышенности, в связи с этим у нас давление нормально. Но проблемы не в том, что нехватки воды, есть проблема с ветхими водопроводами. Когда мы поднимаем давление для того, чтобы подать воду, у нас линии как бы, ну, изношенные линии, 70% линий водопровода в Малгобеке, они изношены. Поэтому у нас, вот я скажу честно, вот, чтобы не лукавить, с прошлого, ну, последние 2 года у нас, ну, неделю, в среду у нас профилактический день. Мы даже стараемся вот этот день, в среду даже, не отключать воду, стараемся каким-то образом там где-то и задвижку ставить, чтобы не перекрывать весь город. Поэтому проблем с этим не будет. Это даже будет, я думаю, что если по отдельному водопроводу воду регион водоканал нам будет подавать, то давление наоборот увеличится. И, ну, воды хватит, да. Да. Я добавлю. И по структуре тоже. Там, по этому водопроводу, как здесь было сказано, там давление, естественно, если отбор воды прекратится, это водопровод прокладывается чисто для города Малгобека, где остальным населенным пунктам Сагопщи, Ачулки по старому водопроводу тоже будут подаваться. Давление неоднократно вырастет. Там дополнительно предусмотренные насосные станции. Подкачка. Подкачка идет. Определенное расстояние предусмотрены насосные станции, где было сказано 14 площадка, и там будут дополнительные насосные станции, которые будут усиливать давление.
Там все гидравлический расчет произведен, полностью расчеты произведены. Отлично. Мне сейчас сообщили, по структуре. У нас есть звонок, но дадим время ответить. По структуре вот этих 80% я интересовался житель республики. Так. Ну вот собственный сбор всего на сегодняшний день у МУП водоканала где-то 1 200 000 1 300 000 рублей, собственный сбор. Плюс 1,5 миллиона ЕДК. У нас 3300 человек, жителей, которые получают субсидию. Это ЕДК, единая ежедневная компенсация. Это 1,5 миллиона рублей. Плюс юрлица 600-700 рублей в месяц. Это порядком 3 миллиона 600-3 700 денег, да? Вот за ту воду, которую поставляют городу Малгобек, мы в общем должны собрать где-то 200, у нас потребление, вот, ежемесячная разноска, это 200-210 тысяч кубов воды. Мы должны собрать порядком 4,5 миллиона. Раньше, вот, если у нас ЕДК в городе 600 тысяч ЕДК было, и порядка 600-700 тысяч мы получали. Это в лучшем случае мы собирали собственные средства. Плюс в прошлом году мы, в принципе, в городе нет юридической организации, с которым не заключен договор. То есть все они платят? Да, они платят. Поэтому структура вот этих сборов вот такова. Все, спасибо. Давайте мы все-таки дадим возможность задать вопрос человеку. У нас давно висит абонент на связи. Да, говорите, здравствуйте, мы вас слушаем. Маршал Далчин Халсердик. Да, Риас Холм Баркол. Так. Фахатер Дарха. Да, Риас Холм, я Малгобек, Хакма. Свет, Амдикет, Юрт, Рандали. Хайен, Хапкострум, Датьеч, Абек, проблемы щиты, рабов, Баркол, да, Риас Холм. Хау, Фолор, Гоужи, Амасвет, Чан Сразу, Тахат, Паяля. Все хорошо. Баркол, да, Риас Холм. Давайте продолжим тогда. Слова благодарности мы услышали. Приятно, конечно, что жители республики их хвалят и благодарят за качественную, хорошую работу. Конечно, от этого жалобы не уменьшаются. Они обоснованы. Мы с вами прекрасно понимаем, что есть основания и для упрека. Приятно, что вы понимаете эту проблему, пытаетесь ее решить. И мне бы хотелось дать слово энергетикам. Как у нас обстоят дела в Малгобеке? И со сбором, и с сетями, насколько они ветхие? Что вы делаете вот в этом плане? Со сборами у нас за 2017 год около 67% оплаты, то есть процент оплаты составлял. За текущий период, то есть январь-февраль месяц, у нас составляет около 40%, 38-40%. Конечно, к концу марта уже должен быть процент другой, так как у нас основной упор был и в связи с выборами проходящими, так как участки проверялись, все участки, территориальные избирательные участки проверялись, все силы брошены были на это, можно сказать. Уже как-то будем активизировать работу по направлениям, по сборам. Так мы проводим и рейдовые мероприятия с администрацией города, с районной администрацией, можно сказать, ежедневно. И, естественно, работаем и с приставами, судебными приставами. У нас по городу Малгобек около 7512 абонентов. За 2017 год у нас в городу у нас составлено около 1260 материалов. Мы передали судебным приставам. Это, можно сказать, на сумму 13 миллионов 300 тысяч. Секунду прервемся. Не забудьте мысль. До нас дозвонился житель республики. Мы ответим на его вопрос и снова продолжим. Да, говорите. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, вы нас слышите? Алло, салам алейкум. Алейкум салам. Вот у меня вопрос касаемо ЕДК. Так. Значит, вот у меня, например, многодетная семья, и согласно положению мне положено 30%. Однако де-факто я получаю 18-20%. Вот почему так происходит? И что надо, куда обратиться мне, чтобы я получил положенные мне 30% компенсации?
Мы вас поняли, спасибо. Предлагаю ответить на этот вопрос представителю властей, а потом, если есть какие-то дополнения, уже представители организации дополнят. Пожалуйста, Мам. Ну, у нас в городе есть отдел субсидий, куда необходимо обратиться. А если у вас многодетная семья, это, конечно, через отдел соцзащиты, да. Вот там они выдают книжку многодетной семьи. После этого вы идете в отдел субсидий, Бельтоева, по-моему, начальник в городе, и обращаетесь, они вам уже как бы вносят вас в базу, и после этого вам уже энергетики, газовики, вернее, оплачивают за 30% начисленной суммы. Вот такая процедура. Ну, это лучше бы, конечно, было вот этот вопрос адресовать отделу субсидий. Ну, я думаю, если примерно уже понятно, куда обращаться, вот жители республики воспользуются. Да, хорошо. Мы вот эту работу проводили, объявления давали и в газету, и на сайте своем, чтобы... И там бывали вопросы, вот, что наши учреждения, там, водоканал, для того, чтобы получить субсидию, необходимо, чтобы у гражданина не было задолженности. Мы даже идем навстречу где-то и нарушений, помогаем, водоканал дает справку, что задолженности нет, чтобы они хотя бы могли получить вот эту субсидию. Вот со своей стороны вот такую помощь мы оказывали. Спасибо, Мухаммад. У нас, Тамерлан, мы с вами говорили про энергосети. Если не забыли, давайте продолжим. Да. Ну, столько-то материала у нас берут, сейчас уже они находятся на обработке у судебного пристава. Мы с ними, можно сказать, очень тесно работаем. Мы проводим с ними даже совместно рейдовые мероприятия, разбиваем участки с представителями администрации города, с представителями участковой службы, можно сказать. Вот так вот. Отлично. Мы вернемся к этой теме. У нас еще один звонок. Переключите, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите. Алло. Да. Салам алейкум. Алейкум салам. Не Троицкий, да? Вот сейчас там идет программа насчет воды. В Троицке? Да, Троицкий. Не совсем, конечно, по адресу вопрос. Вы его озвучьте, если специалисты будут в состоянии ответить на него не по своей территории, то вы получите ответ. А так мы сегодня говорим именно про Малгобек. Про Малгобек, да? Да. Ладно, дигды Баркал. Все, Баркал. Мы говорили об энергосетях. Давайте про напряжение, про сети. Они насколько ветхие, насколько они справляются с нагрузкой? Пожалуйста. На сегодняшний день требования, которые предъявляются согласно нормативным документам, которыми мы пользуемся, здесь оставляет желать лучшей сети. Только в каком плане? Реконструкция сетей проводится, но она проводится согласно утвержденному план-графику и соответствующими документами. Но сегодня, на сегодняшний день ПАО МРСК имеет утвержденный план графика и точечные подстанции, линии электропередачи, которые необходимы в первую очередь выполнять вот эти восстановительные реконструкции линий. Ну, согласно этому план-графику мы придерживаемся и проводим. Но у нас есть еще невплановые. Невплановые – это когда жители населенных пунктов, где в частности эти новостройки, как мы его называем, и в этих участках, естественно, отсутствуют как и электрические, так и все остальные коммуникации. Но здесь мы, конечно, наше руководство, директор нашего ингушского филиала, естественно, оказывать там содействие нам и местным властям для того, чтобы вот эти недостатки в электричестве, чтобы этот вопрос был решен. В частности, по городу Малгобека были проведены реконструкции по улице Кавказской, Завета Ильича, Зои Космодемьянской, а также был включен первый микрорайон вводимой подстанции 110/35/10, то есть полностью, как оно уже включено в эту новую подстанцию. Также у нас проводится по некоторым населенным пунктам, то есть устанавливаем трансформаторные подстанции дополнительно, строим линии электропередачи. Это сейчас в частности село в Сагапшах. Буквально накануне выборов мы закончили
строительство линии и подключили трансформаторные подстанции. То есть наверняка вот данный гражданин, который благодарил нас, наверное, оттуда и есть. Но это, конечно, недостаточно, что должно было быть и как оно должно было быть. Но сегодня максимальные усилия прикладываем для того, чтобы вот уменьшить эти жалобы и уменьшить вот этот саму вот недостачу электроэнергии. Как часто в Малгобеке жители остаются без света? Скажу я вам так, у нас в пределах, вот у нас ограничено отсутствие напряжения, определено уже руководителем Россети, не более 3 часов. Даже при аварийной ситуации? Да, это независимо от любой ситуации. Ну, конечно, нам не хотелось бы больше, чем 3 часов, но мы максимум, иногда вот получается у нас то, что укладываемся в пределах 3 часов. А так бывает, что и 15 минут, и 20, и час. Вот в этих пределах. Это обычно у нас случается, когда сторонним лицам бывает наезд на опору, сбивают, еще что-то, вот подобие вот таких ситуаций, которые от нас независимы. Вот иногда вот бывает у нас задержка в подаче электроэнергии. Спасибо. Мне напоминают, что до нас дозвонился житель республики. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, вы нас слышите? Слушай, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Я газовый счетчик я да у тебя газовый счетчик я дуканется. Я что я я план пира я фуди дижись. حيتصح على طول. Да, это уса кузгов. مجهر؟ Ачем пи уса кузгов. Адрес حالها. Садовый 19 10. Баркал, Садовая 19, проблема с счетчиком газовым. Что ответим жителю города? По тем счетчикам, которые мы устанавливали по инвестиционной программе, это счетчики с телеметрией, которые автоматически передают показания счетчиков. Эти счетчики, именно по этому абоненту я не могу сейчас сказать, но все эти счетчики были опломбированы. Единственное, не опломбированные вопросы у нас возникали по тем счетчикам, которые каким-то образом имели какие-то нарушения. Дефекты. Или вмешательства, или какие-то дефекты, да. Поэтому эти счетчики не пломбировались и, соответственно, не одевались эти ящики на них. Вот что делать абоненту, который говорит об этом? С этим адресом мы разберемся обязательно, уточним, почему это было сделано. Почему счетчик не был опломбирован и внесен в абонентскую базу. Хорошо, спасибо. Ну, раз уж мы начали говорить про оборудование, все ли адреса, все ли абоненты обеспечены этими новыми счетчиками? И насколько они эффективны? Есть ли случаи их взлома, мошенничества какого-нибудь? Новые счетчики у нас устанавливались в 4 населенных пунктах. Это были 3 Ачулыки и Гейрберкюрт. Именно по Малгобекскому району, если взять только 4 населенных пункта. Были установлены почти всем абонентам, есть абоненты, которые отказались от этих или по каким-то другим причинам не были установлены. По всем остальным абонентам счетчики установлены. Насчет эффективности, да, эффективность в первую очередь это удобство для населения. Все эти счетчики именно по Ачулыкам, они автоматически передают показания счетчика и автоматически делается начисление. Это дает возможность избежать нормативного начисления, и абонент уже точно знает, да, за что он платит и что ему начислено. И ему не надо приходить к вам в филиал, отмечаться, сдавать показатели? Да, не надо проходить и сдавать показания счетчика. Все эти показания автоматически передаются именно с прибора учета газа в абонентскую базу и делается начисление по ним. Очень удобно. Ну, про сервис мы еще поговорим и вернемся. Мухаммад, у нас на связи житель города, который до этого звонил, спрашивал насчет ЕДК. Не совсем он удовлетворен ответом. Давайте мы спросим, какие еще уточнения требуются, и уже продолжим. Да, говорите, мы вас слушаем. Алло. Алло, да. У меня вопрос, точнее, я уточняю свой вопрос. Я вот предпоследний вопрос был по ЕДК, я его обратно сейчас задаю. Так. Меня неправильно поняли. Я не спрашивал, какие документы мне собрать, чтобы получать субсидию. И мы уже получили удостоверение многодетной семьи, сдали субсидии, отдел субсидий, все это я получаю. Однако мне положено 30%, получаю я 18-20% максимум.
Почему мне не додают? И в связи с этим, куда мне обратиться, чтобы я получал положенные мне 30%? Вот что я имел в виду. А то, что у меня удостоверение многолетия, все это у меня же есть. Просто я недополучаю 10-12% положенных мне. Да, мы вас поняли. Хорошо, спасибо. Ну, есть уточнение, почему житель республики недополучает полагающиеся деньги. Ему, наверное, необходимо сделать акт сверки со службами и Мамед, давайте мы поступим проще. Давайте вы скажете, куда конкретно, кому ему завтра или послезавтра подойти. Человек подойдет, и вы ему лично там на месте или специалисты объяснят. Наверное, думаю, будет проще. Вот если он ко мне обратится, в принципе, я вот этим вопросом занимаюсь, ко мне обращаются, я помогаю. Но если он завтра ко мне обратится, я ему помогу. Мы уточним это все. У нас есть руководитель вот этой службы Бильтоева, да? С ней и вот с ресурсоснабжающими организациями. Просто, вот, знаете, получается так, что вот эта субсидия, она может сегодня, вот, образно говоря, если ему положено 1000 рублей, то 700 рублей уходит за газ, а 300 рублей за электроэнергию. Вот такая схема там тоже есть. Поэтому вот эту субсидию, наверное, нужно распределить. Правильно. Ну, мы завтра разберемся. Ну, да, специалист уже объяснит, да, на месте. Я вот, конкретно вот разъяснить ему не могу, потому что я не специалист в этой сфере. Ну, понятно. Тем не менее, я ему помогу. Да. Ну, мы прекрасно понимаем, что представитель администрации, даже если он заместитель руководителя администрации, не может по всем направлениям дать исчерпывающие ответы. Поэтому к уважаемому абоненту, который до нас дозвонился, предлагаем завтра подойти в администрацию города Малгобека, Магомеду Корикову, и он уже направит к соответствующим специалистам, и вместе вы решите проблему. У нас еще есть номер телефона, непосредственно. Он может мне позвонить, и мы встретимся даже в отделе субсидий. Отлично. У нас есть еще один звонок. Да, говорите, мы вас слушаем. Наша семья из 6 человек имеет льготу репрессированного. Ежемесячно мы платим от 2 до 3 тысяч рублей за свет. В связи с тем, что у нас в ванной комнате стоит электрический бойлер. Нам дают льготу 280 рублей. Я обращалась, мне сказали, больше не полагается. Где можно узнать, есть какая-то норма? Ну, в общем, как нам надо платить это? Да, мы поняли, спасибо. Кто ответит? Репрессированно это 50% льготы, да? Да, про это мы говорили, да. Так бывает, репрессивно 50% абоненту нужно хотя бы квартал один раз делать сверку. То есть в электросетях или в Газпроме. То есть может в январе у него быть начислено 5 тысяч, а в феврале он употребил там на 10 тысяч. В связи с этим хотя бы квартал один раз нужно им обратиться. Ну тут про электрический бойлер речь шла. Я подозреваю, что именно по электроэнергии вопросы. Да. К вам можно туда подойти, в офис, чтобы сверить эти все данные? Да, может абонент подойти, мы дадим разъяснение по данному вопросу. Если нужно, созвонимся с отделом субсидий. Отлично. Да, ко мне можно подойти в любое время. Отлично. Хорошо, спасибо. Вернемся к газовой службе. Вот эта норма, которая обязывает абонентов раз в месяц либо приходить в ваш офис, либо звонить и уточнять показания счетчика. Много разных мнений насчет этой нормы, но тем не менее, какие условия в Малгобеке, в Малгобекском офисе созданы для того, чтобы абоненты, жители могли прийти без выстаивания длинных очередей, провести акт сверки или заплатить за потребленный газ, или задать уточняющий вопрос. Вот меня интересует именно сервис, по большому счету. У нас именно в городе Малгобеке есть абонентный отдел, который непосредственно занимается этим, производит сверку оплаты и принимает показания счетчика. А насчет передачи показаний счетчика абонент может через платежную квитанцию, через почту оплатить. Да, еще есть у нас в интернете, на нашем сайте можно зарегистрироваться в личном кабинете, создать личный кабинет, и через личный кабинет абонент может оплатить и произвести оплату и сдать свои показания счетчика.
а по условиям, именно по условиям, сесть, встать, быстро обслужить, допустим, абонента, чтобы он долго не стоял, потому что много звонков и писем, и обращений у нас раньше было именно по газовой службе, честно говоря, что приходится долго стоять, и не всегда быстро проводятся все эти мероприятия и процедуры. У нас в абонентном отделе есть 6 человек, которые ежедневно, в течение месяца, ежедневно принимают абонентов. 6 операторов. У нас таких проблем практически в последнее время не было. Нет, да? Все абоненты, которые приходят, да, быстро не обслуживаются, информационные листы, если им кому-то нужно даем платежную квитанцию, и вопрос решается. А есть у нас еще номера телефона, по которым абонент может передавать свои показания счетчика. Эти показания счетчика мы тоже вносим, это более отдаленные населенные пункты, которые не могут прийти, да, а именно городские, как я вам сказал, уже у нас в городе есть абонентский пункт, они могут приходить, если какую-то сверку сделать, а просто привести оплату и сдать показания счетчика, они могут, как я вам сказал, через терминалы могут оплатить и сдать свои показания счетчика, через платежную квитанцию и через наш интернет-сервис. Может. Хорошо. У нас есть еще один звонок. Давайте мы узнаем, какой вопрос у жителя республики. Да, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Так, я живу в селе Пседах по улице Максима Горького, 7. У нас напряжение вообще. Никогда к нам не приезжают. Мы сами трансформатор купили. Никак нам этот трансформатор не могут установить. Приезжайте и посмотрите, какой у нас свет. Телевизор не работает, ничего не работает, дети уроки не могут делать. А за что мы платим за свет? Я не знаю, за что мы платим. Когда вот это наладится? Вот у меня такой вопрос. Хорошо, спасибо. Кто ответит? Можно я отвечу? Да, конечно. Действительно, да, люди там очень сплоченные. Действительно, они приобрели трансформатор, но установили ее, то есть наши сотрудники, работники установили, сделали необходимые работы там. Связано было это, то, что мы сейчас это все не запустили, это было связано с технической документацией. Ну, слава богу, мы все это решили. Позавчера провели лабораторные испытания. Просто так нельзя электроустановку запускать. Дополнительно привезли опоры. Сейчас вот буквально на днях ждем провод. Для подвески провода опоры мы уже установили. Я думаю, что мы в ближайшее время этот вопрос закроем. Да, действительно, она права. Там у нас есть, как я ранее сказал, именно вот такие вопросы у нас возникают. Но мы, опять же, в порядке текущей эксплуатации и своей работы решаем эти вопросы. Хорошо, спасибо. Мне сейчас опять же сообщают, что у нас есть звонок. Да, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, вы слышите нас? Алло. 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 Да. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Да. Ассалам алейкум. Ва алейкум салам. Мы вас слышим, да, говорите. Представьтесь, пожалуйста. Так, Сычуев. Алло. Хайхатр хаалат Алладоху. Средние отсылки. У нас один трансформатор относится единственный по улице Нефтяников. Так. Значит, подстанция Плиевские. Дают же линии высокое напряжение, хотя же линии трансформатор. Составили постоянно объявление. Они раз или свет дает, если гладь отделаешь, мухах дает, то дает ястай. Каждый день не вопрос, это больной. Так, тогда котелось, айдиан, да, насос ватышты. Свет домой деньги отключается. Сбор, так как платить, за что платить, мы не знаем. Баркал, Кайтурмутла. Да, Ибрагим, опять же к вам. По данному вопросу я сейчас поясню следующее. Но хотя это участок не относится к Малгобекской районной сетям, но этот вопрос будет сегодня буквально сообщен главному инженеру нашему. И я думаю, что этот вопрос будет решен. Те трудности, которые они до сих пор испытывают или испытывать будут, я не знаю, этот вопрос будет решать в управлении главный инженер. Но я думаю, это положительно решится. И виновных лиц, я думаю, будет, соответственно, наказано
за то, что долгое время отсутствует напряжение. Спасибо. Мы говорили про Малгобек, но тут вспомнился Зязиков-Юрт. Муслим, не ваша епархия, нет, по водоканалу Зязиков-Юрт? Водоканал, да. У меня вот такой вопрос. Там не так давно новые трубы прокладывали, старые еще в земле, новые проложили несколько лет назад, 4-5 лет, не помню. И диаметр труб не позволяет увеличить давление. Постоянные прорывы и заглушки прогнили на улицах. Если где-то кто-то подключается или где-то какой-то обрыв, то там все село без воды и так далее. В этом году по селам, вот в частности в Зязиково-Юрте, будут проводиться какие-то работы по модернизации сетей? Для улучшения водоснабжения Зязиков-Юрт уже построены резервуарные площадки, в прошлом году сданы в эксплуатацию. Просто необходимо там подключение, согласование идет с Трансгазом. Там просто необходимо прокол провести водопровод через трансмагистральный газопровод. Поэтому задержка была. Согласование, да? Согласование. Все это сделано, площадки готовы, введение эксплуатации. После ввода эксплуатации этих площадок в Зязиково-Юрте и также дополнительно в Новом Реданте этот вопрос был снят. А по трубам? По трубам это, соответственно, там провели гидравлический расчет, чтобы с этих резервуаров отдельно для Зязиково-Юрта подавалось. То есть это будет распределение? Да, все готово, вплоть до персонала помещений. Здорово, здорово. Мне сейчас сообщают, что есть у нас еще один звонок. Нет, так, звонок прервался, к сожалению. Думаю, абонент сможет еще раз до нас дозвониться. Во всяком случае, я напоминаю всем жителям республики, что мы работаем в прямом эфире, говорим про коммунальные платежи и коммунальные услуги именно в городе Малгобеке. Вы нам можете позвонить, как до этого позвонили другие жители региона, и задать интересующий вас вопрос. Говоря о... Мы в начале своей программы послушали с вами выступление Магомеда Ужахова. Это был отрывок его выступления со встречи главы Республики Узбека Евкурова с главами администраций и представителями ресурсоснабжающих организаций. И там же глава региона тоже выступил с таким обращением и к главам администрации, и к жителям. Я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент из его выступления, и мы уже потом обсудим подробно это. Да. Население должно платить 100%. Я уже говорил, там долги, мы по ним будем работать, кто не согласен. Кто согласен с долгами, мы поможем на 5 лет там реструктуризацию долга сделать, чтобы расписать это все, чтобы заплатил. Но население должно текуще платить 100%. Это даже не обсуждается. А там не 100%. Вот ваша работа. В каждом селе, главе района, в каждом районе провести совещание, довести цифры товарищу и Ужахову, и газовикам, и энергетикам, и водоканалу, провести мероприятия, конкретно цифры. Вот то, что у нас есть дорожная карта, сделать свою дорожную карту с учетом тех требований, которые есть, в том числе по разбалансу, и мне доложить. Но начните, в первую очередь, с бюджетников, с родственников каких-то, еще чего-то. Начните с этой базы данных, списки вывешивайте. И давайте разбираться. Глава региона сказал, давайте разбираться, что сделали власти в Малгобеке. Ну вот, у нас после того, как была утверждена дорожная карта республики, да, мы у себя в муниципальном образовании то же самое сделали свою дорожную карту, по которой мы сегодня работаем. Но есть у нас в городе 11 муниципальных учреждений. Вот все руководители вот этих учреждений вот ежемесячно до 10 числа нам представляют акты сверки, квитанции об уплате вот этих коммунальных платежей. Ежемесячно мы вот эту информацию направляем в правительство. Что бы хотелось отметить, вот есть сотрудники, злостные неплательщики. Вот мы приглашали судебных приставов, чтобы они персонально вот с этими людьми работали. Но эти долги прежних лет. То есть не текущие? Это не текущие. Но текущие, с текущими платежами мы сегодня, можно сказать, у нас 100% оплата. Да, не все люди добросовестные,
есть проблемы, у людей мало зарплата. Вот 8-9 тысяч получает сотрудник администрации, образно говоря, а у него в месяц выходит 3-4 тысячи за коммунальные платежи. Ну, мы даже помогаем им где-то стать на учет получению субсидий. Вот эта работа проводится. Также мы направляем списки с медицинскими учреждениями, отделом образования, садики, школы. Вот я сам лично выезжаю, провожу с ними беседы, чтобы они хотя бы текущие платежи оплачивали. Вот такая работа, она проводится, но она и дает свой эффект, положительный эффект. Потому что сегодня уже мне бы хотелось еще отметить тот факт, что если в прошлом году у нас стояли очереди в абонентных отделах газовиков, то сегодня этой проблемы нет. У нас есть, правда, для них сегодня строится хороший офис, но тем не менее они сегодня снимают помещение в центре города. Там в любое время 3-4 окна, можно подойти, сделать акт сверки, разобраться, если где-то по счетчику. Вот сегодня мы проводили рейдовые мероприятия, 500 коттеджей в Малгобеке. И там, я на память не помню фамилию, вот этот парень, он вышел, начал возмущаться. Там вышка с нами работала, мы начали отрезать от сетей этот провод. И он возмущается, что к нему пришло сообщение на телефон. И неделю назад было, говорит, 25 тысяч, сегодня, через неделю ему присылают смс-ку, что у него 32 тысячи. Я говорю, почему ты не пошел тогда в абонентный отдел, почему ты не разбираешься, если тебе приносят смс-ку, да? У него, потом мы начали разбираться с счетчиком, 10 тысяч киловатт-часов у него там выбито. Вот есть такие люди, которые годами ни в абонентный отдел не обращают, ни субсидию не получают, хотя они малоимущие. Да, в республике проблема с работой, это мы знаем. Но тем не менее, хотя бы за тот свет и газ, воду, которую ты потребляешь, нужно хотя бы беспокоиться, хотя бы узнать, какое у него потребление. Вот если человек получает субсидию, хотя бы 50%, 30% государство оплачивает. Это уже какая-то помощь. Конечно. И вообще ничего не делать, не платить и ничего не делать, не позволят нам сегодня. Нужно как-то самому беспокоиться за те блага, которые мы сегодня имеем. Спасибо. Мне сообщают, что у нас есть звонок, но хотелось бы все-таки дать слово ресурсоснабжающим организациям. Выступление главы республики, оно относилось не только к главам администрации, но и к вашим организациям. Что есть дополнить? Какие мероприятия, какие пункты дорожной карты исполняются вами? Давайте с вас начнем тогда, пожалуйста. Как сказал Магомед Куликов, мы проводим сверку с бюджетными организациями, проводим сверку с больницами. Ежемесячно. То есть 25 числа они нам представляют списки, мы быстренько ставим задолженность, и буквально, можно сказать, пару дней. Есть, конечно, и трудности в этом, некоторые частично оплачивают. Если большая задолженность, мы делаем реструктуризацию задолженности, первичная оплата 40-50%, можно сказать, и 30%, можно за 30% заключить соглашение о реструктуризации задолженности. И остальную сумму на 6 месяцев разбиваем. Плюс к этому мы сейчас уже активизируем работу по отключению злостных абонентов. Можно сказать, люди не платят. Платят добросовестно, количество процент оплаты 20-30%. Привыкли, можно сказать, вообще не оплачивать. Вот такая проблема. Сейчас уже как-то стараемся разъяснительную работу проводить в школах, в садиках, в учреждениях по данному вопросу. Я думаю, как-то справиться с этим. Хотелось бы добавить, ежемесячно, первых числа месяца мы направляем штатное расписание администрации, это я образно говорю, направляем ресурсоснабжающие газовикам, энергетикам, чтобы они нам выставляли задолженность, которая образовалась у сотрудника нашей администрации. И этот список, когда приходит в администрацию, мы приглашаем контролеров, энергетиков, чтобы мы на месте, мы
объявляем, что завтра будет контролер, чтобы они уже завтра пришли с деньгами и оплатили. На месте заставляем оплачивать. Вот такая работа сегодня, она проводится, поэтому она дала свои результаты. Вот эта дорожная карта, про которую я говорю сегодня, 80%. У нас вот эти подведомственные учреждения задолженности практически, ну, есть, конечно, злостные, у которых годами вот накапливались вот эти долги. Но текущих платежей нету. Ну, с такими большими долгами, конечно, нам только реструктуризация там поможет. Реструктуризация долга или судебные приставы там работают, взыскивают или... Да. Спасибо. У нас есть звонок. Да, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Маршал, да, Шенхелсе. Малгобецкий. И взгляд раз. Так, газу электршотик, да, вот здесь я соехать, суквел, хоху. Шотик же, да, вот здесь вот спектиш, автобиза. Сотары групп инвалиди, да, вот еще ужасно. А у Сашки хана адбека, астраховать я дал бусу. Ай? Это говорю. А я вот, да. Баркал. Пожалуйста. У нас в Малгобецких РЭСах висит информационная доска, где указана информация, разъяснительная информация. Абонент, который, как сказал, построил дом, хочет установить счетчик, он приходит, оплачивает через кассу установку счетчика. Если он сам купил счетчик, то есть ему не нужно уже за покупку счетчика оплачивать, мы счетчики не продаем, можно сказать. Как и везде, в «Газпроме» и в электросетях, везде одинаково. Нужно оплачивать за установку счетчика через кассу. Конечно, за работу. Ну, да, соответственно, касса, да. Квитанция, все как полагается, договор. Да. Если у абонента имеется, если замена счетчика, то как-то мы стараемся более облегченный вариант. Бесплатно может заменить, выехать. Да. Я бы здесь добавил бы некоторые, уточнил бы некоторые факты и детали. Зачастую к нам обращаются потребители с просьбой или с просьбой, скорее всего, для того, чтобы мы им установили приборы учета и подключили к сетям. Но, естественно, мы здесь сразу, согласно нашим нормативным документам, мы требуем, это прежде всего зависит от по безопасности, и пожарной безопасности, и вообще технической безопасности, в соответствии с технической эксплуатацией, чтобы все это соответствовало нормам. Зачастую люди приходят, обращаются к нам с требованием или с просьбой для того, чтобы мы немедленно приехали, сделали. Но этого не будет. Нам закон в этом отношении запрещает. То есть есть регламент? Да. У нас есть как соответствующее начало тех документов, как обращаться к нам. То есть непосредственно я этим занимаюсь. Оформляем заявку на техническое условие, где конкретно указывается, как и каким способом провести и установить счетчик, подключить к сетям. Но сегодняшний день люди, очень многие, отворачиваются от тех выполнений требований, и, соответственно, возникают вот эти вопросы. Я бы и с просьбой на это телевидение обратился бы всем жителям, особенно тем, которые не получают технические условия, нормативные документы, для того, чтобы в дальнейшем не возникали, от самовольного подключения не возникали пожары, возгорание домов жилых, а то, что частенько происходит, именно когда выезжаются пожарные инспекции, совместно с нами мы и там и устанавливаем факт, то, что человек самовольно подключился, без всякого этого. Ну, естественно, там и не соответствует и провод, который он подключается, и так далее, и так далее. Много вопросов. Если новые потребители, как было сказано, есть приказ, где мы за свои услуги получаем деньги через кассовые аппараты. Хорошо, спасибо. У нас есть еще один звонок. Да, говорите, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, вы слышите нас? Да. Связи Кайшин. Маршал Далчин Холсер. Что Малгобек Кирисо Дукаха. Цавото сердце что задавки здесь. «Газпром» договор о составе что дата еха сеналу дата гера шочек вахати хаду сей дата гера договор составляет дизок шатани по шочку хажуш датиош что кудидес ан элч 2500 хадал диш договор составляет диш و 2500 حلوی دوغور فساد بدی ان حیات فساد سخن
Мало бахандуж, договора ождашьтиоз, цыганством, хаки маху, куда, наверное, собертыван инвалид, пушу диагносы тянки, саадо бог бишо жасти, сентима доход яхтун, тогна число. Светлый газа хна, куча хатал ешхоч, шухадуар сентима цехоч. Мало бахандуж, договор составляет цыганством, удахчаж дуахца. Саату дуахари проблемы, ахшналог, батету жертв за время. Вопрос мы слышали, то есть составление договоров 2 с лишним тысячи рублей, как жительница сказала, это обязательное требование? Насчет 2500 рублей я не знаю точно, она сказала. Для составления договора на поставку газа ничего, соответственно, платить не надо. Но для заключения договора поставки газа нужны сначала техническая документация полностью. У нас есть отдельная организация газораспределительная, которая непосредственно занимается, как сказал представитель МРСК, нужны тех условия, все эти ради безопасности того же абонента, все технические документации. После этого составляется договор на поставку газа. За него она за договор поставки газа, эту информацию, если она обратится ко мне, мы это точно уточним. Давайте мы тогда тоже есть техническая документация, да, договор на техобслуживание и ВДГО, это внутреннее газовое оборудование, на обслуживание этого оборудования, да, есть договор, который составляется, это точно не могу сказать, но это тоже через кассу оплачивает 1300-1000 рублей. Так, я надеюсь, у вас есть какие-то скидочные варианты, скажем так, для отдельных категорий граждан. Давайте мы сделаем проще. К вам эта жительница завтра может подойти в офис, чтобы получить необходимую консультацию, чтобы все разъяснить, и специалисты объяснили бы, кто за что, как должен платить и как эта процедура происходит. Конечно, конечно. Любое время, у меня каждый день прием, на любое время дня она может прийти и обратиться. Спасибо. У нас осталось буквально несколько минут до завершения программы, и резюмируя то, что мы говорили, здесь сегодня собрались представители ресурсоснабжающих организаций, это газовая служба, энергосети, водоканал. И здесь же есть представители администрации, заместитель руководителя главы администрации. Какие вопросы, жалобы, пожелания есть у ресурсоснабжающих организаций в адрес властей? Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить власти, которые нам оказывают большое содействие, привлекают работников администрации, и не только администрации, еще сотрудников органов правопорядка, это участковые. Некоторые жители вообще не открывают дома, чтобы не оплачивать. Второй момент, хотелось бы попросить жителей города своевременно предоставлять информацию по начислению, это по сколько кубометров воды счетчик показал. Допустим, если человек систематически своевременно до 25 числа приходит и сдает свои показания, то он будет отслеживать свои начисления. Да, сегодня человек может ошибиться, и тем более техника может выйти из строя. И сегодня, если человек стабильно начисляет по 2000 рублей, конечно, завтра он заметит ту разницу, допустим, если 10 тысяч рублей ему выставят, и он сразу будет разбираться. То есть исключить какую-то ошибку. Да, даже, если мы будем сидеть год, 2 года и вообще не ходить в ресурсоснабжающие организации, то эту проблему он не сможет отследить, и там более сложнее нужно будет обращаться в суды для уточнения. Вот большая просьба своевременно до 25 числа приносить показания и по возможности оплачивать за данные услуги. Спасибо. У нас буквально пара секунд. Магомед, есть какие-то претензии в сторону ресурсоснабжающих организаций? Буквально несколько секунд. Претензий абсолютно нет. Есть естественно взаимодействие в ежедневном режиме. Вот у меня рабочий день начинается с звонков начальнику МРСК или газовой службы. А водоканал, можно сказать, я там работаю. Я каждый день нахожусь в водоканале. Поэтому единственное, просьба жителям, да, чтобы вот не у всех, я не буду лукавить, торонусь атарьяснях, местных духбы, хотя бы едека дяхаи, хамдури, масна танавуш, хада нарду хашул, ахят, хада ала. хотя бы баха субсидии дяха, ахигика, шихам хайз дури, оно ослуду, дед, шукоригу, Мухаммад, администрация, бохова. Любой звонок тебя всегда субсидиат, оно ослуду, дед. Обращайтесь, боколуди, да, субсидии дяхи, хамди.
Баркал Махмад. Дорогие телезрители, время эфира, к сожалению, подошло к концу. Мы еще вернемся к Малгобеку и к коммунальным службам. Я вас благодарю за внимание, благодарю участников сегодняшней встречи за конструктивную беседу. Баркал Шанды Ариасхал. Всего доброго, до свидания. Увидимся на Национальном.